Расскажите о самых распространенных схемах, которые применяют киберпреступники. Схем не так много и не мало, в принципе, применяют люди, ну, если их можно назвать людьми. А самые распространенные есть такое понятие социальная инженерия. В основном в своей массе эти преступники используют это направление. Что это такое? Они отлично знают психологию человека и знают, на чем его взять. Типичный пример, простейший пример я привел бы. Или напугают, скажут: о, у вас деньги пропадут, атаку проявили на твой счет, ну и так далее. Это напугать. Они человек отключают мозги и начинают дальше уже работать с ним, уже поймали его, начинает этот вариант. И второй вариант, который в основном пользуется, это вам премия пришла. Вы выиграли какой-то приз. Ну, там ловятся чуть другие люди, понимаете? И на этом дальше идет раскрутка. Человек дальше выдает свои реквизиты, и вот а дальше уже мошенники пользуются. В общем, не доверять людям, если они тебя говорят, что с вашего счета списываются деньги, и не доверять людям, которые говорят, что вы выиграли какой-то приз или кэш там какой-то, там, ну там много вопросов. Как не стать жертвой мошенников, которые звонят с подменных номеров? Да, это с подменных номеров довольно-таки сложная ситуация, потому что грамотный человек, он видит и реквизиты, ну, допустим, там номер телефона, это тоже реквизит, он видит реквизит официальный, поэтому на это может пойматься любой человек. В данном случае мы нашим слушателям посоветовали бы, какой бы авторитетный звонок не был или обращения не было, не входить с ними в контакт. Отключаться и набирать хоть тот телефон, но лучше всего набирать телефон своего банка. Какие основные правила надо соблюдать при совершении покупок в интернете? Вот тоже в интернете буквально вот, но если мы на примеры переходили бы, это долгая история, примеров слишком много. Как элементарно попадается? Опять-таки под брендом крупных интернет-компаний, продавцов, риэлторов, не будем такие сложные слова говорить, и они могут просто буквально, и вы это не хуже меня знаете, буквально там запятую или точечку где-то поставить, а бренд общий идет. Под этим брендом выступать, я бы посоветовал, что и, естественно, и второй номер дальше, который идет, они предлагают дешевле. Обязательно дешевле, иначе так просто их не поймаешь. В обязательном порядке я бы говорил дешевле. Поэтому если неизвестный бренд, не связываться с ними тоже. Не связываться, потому что мы известны вот эти бренды, они на слуху, и у них весь спектр товара, который вам необходим. Дешевле их, в принципе, компания не может сделать дешевле их, потому что они, отработанный механизм, это огромные силы и огромные средства задействованы, все, чем лучше у них отработан, себестоимость меньше. Поэтому, если предлагают товар в интернете меньше, ниже вот этих основных принятых брендов, ну, Amazon, там не будем там говорить, вы все они известные, то не подписываться. А какой ущерб нанесли кибермошенники гражданам за время пандемии коронавируса? Да, это самое. Сейчас, в принципе, у нас цифра, официальная цифра, где-то 1,5 миллиарда рублей. 1,5 миллиарда рублей. Я думаю, что эта цифра больше, потому что я знаю по нашему менталитету, что если человека так вот, ну, слово подобрать трудно, обманули, даже это слово не совсем красиво, они стараются не говорить об этих вещах. Я сам лично обращался с этими людьми, они не хотят озвучки этих вопросов, поэтому это официальная пока 1,5 миллиарда. В каких случаях граждане могут рассчитывать на возврат денег, похищенных мошенниками? Понимаете, мошенники, мы сказали, социальная инженерия, она юридически тоже грамотные люди. И профессионально они выше стоят.
И в других направлениях, я говорю, в банковской сфере тоже, они тоже выше стоят. Поэтому они отлично знают. Они отлично знают, что они всю ответственность ложат, когда обманут человека, на обманутого, на того человека. То есть человек сам лично дает все свои реквизиты и по указанию вот этих мошенников сам лично перечисляет деньги на те реквизиты, которые ему указали. Поэтому тут уголовного преследования практически очень трудно, и поэтому возврат очень маленький бывает в данном случае.